Началось дистанционное обучение, а это значит, что на наши с вами плечи ложится огромная ответственность за наши успехи. Именно поэтому сегодня я расскажу тебе о том, как организовать место для учебы. Думаю, что у всех бывала такая ситуация, когда ты в 5-й раз читаешь параграф по какому-либо предмету и просто не понимаешь, о чем там идет речь. Чтобы такого не было, нужно правильно и грамотно оформлять свое рабочее место. И сейчас я расскажу, как это сделать. И начнем мы, конечно же, с уборки. Тут все просто. На чистом и свободном столе меньше отвлекающих факторов, что поможет лучше усваивать информацию. Не забывайте про хорошее освещение, ведь никто из нас не хочет испортить себе зрение, сидя за компьютером или читая книжку. При хорошем освещении наши глаза и мозг не так сильно устают, поэтому хороший свет – залог хорошей работы. Также не стоит забывать о здоровом сне, ведь от того, насколько хорошо и крепко мы спим ночью, зависит работа нашего мозга на протяжении всего дня. По моему мнению, следующие вещи должны быть у каждого школьника на рабочем месте. Учебники, записная книга, зарядка, тетради и вода. Также постарайся как можно чаще проветривать свою комнату. На этом у меня все. Надеюсь, что мои советы тебе правда пригодятся. Желаю тебе успехов. Аня Ильницкая специально для Горы новостей.